Мэр Ухты вышел из отпуска и не обрадовался положению дел, которые происходили в городе в его отсутствие. Главная претензия по традиции в адрес коммунальщиков. Весна в самом разгаре, а улицы не убираются. Доходит до перепалки. Представитель спецавтодора начинает в процентном соотношении отчитываться, насколько очищена каждая улица. Мол, на некоторых даже ограждения начали красить. Но Магомед Османов категоричен. Со своими обязанностями ведомство не справлялось, и этим пользовались нерадивые предприниматели. Снег со своей территории всю зиму скидывали на муниципальную, зону ответственности спецавтодора. И теперь эти горы, цитата, будут таять 2 месяца. Получившийся пинг-понг градоначальник заставил разрешать в ручном режиме, с лопатами в руках. Руководитель спецавтохозяйства будет наказан. Рублем будет наказан. Он будет лишен премии, во-первых. Это и неплохая сумма у него уходит. Будет наказан. И дальше будет точно так же продолжаться. Только такой вариант. Под санкции мэра попали также руководители управления капитального строительства и Горзеленхоза. Им тоже придется объясниться по зонам своей ответственности. Мягким шоком для присутствующих журналистов стала информация от управления по делам ГО и ЧС. В поселке Озерный от укусов бродячих собак пострадал ребенок. А ведь СМИ и соцсети Ухты всю зиму пестрили сообщениями о стаях четвероногих, которые терроризируют пригороды. Значит, ЧП можно было избежать.